Здравствуйте, это новости Татарстана. Майские выходные продолжаются, и о событиях этого дня расскажем прямо сейчас. В студии Елена Знатулина, и вот о чем сегодня в выпуске. Горячая пора. Пока влага есть, у нас есть. Сколько собираются посеять и какие прогнозы на урожай дают аграрии, расскажет Рамиль Галиулян. Юные патриоты. В Казани стартовал военно-спортивный сбор «Наследники Победы». Форму готовили, и физически, и морально нас готовили. Утром ходили строевым с песнями. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Проверка системы. Докладывает, сколько у них воздуха осталось в баллоне. Я рассчитываю, через сколько они должны выйти оттуда. Как обстоят дела с противопожарными источниками в Альметьевском районе, расскажет Аделя Закирова. В Казани отреставрировали старинный портрет царицы Сюмбике. У нас в коллекции хранится не один портрет Сюмбике с семейством, есть несколько вариантов, но это один из самых ценных. О том, как сохраняют наследие, расскажет Алия Сабирова. Казанский «Зенит» стал чемпионом России по волейболу в 12-й раз в своей истории и второй сезон подряд. Сегодня команда обыграла московское «Динамо». Наши ребята победили в финальной серии плей-офф. Решающая третья встреча противостояния прошла в Москве и завершилась со счетом 3-1. Таким образом, в этом сезоне у нашей команды целых 3 трофея: золото чемпионата, кубок и суперкубок России. Поздравляем «Зенит Казань» с заслуженной победой. Наследники Победы в нашей столице. На площади 1 мая сегодня стартовали военно-спортивные сборы суворовцев и кадетов из разных регионов России. 300 ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Грозного, Самары, Перми, Читы и Елабуги на протяжении почти 2 недель будут состязаться в военно-тактических играх, спортивных соревнованиях и интеллектуальных викторинах. С патриотами своей страны познакомилась Ирина Васильева. Плечом к плечу строевым маршем под звуки оркестра. Так в Казани дали старт масштабному военно-патриотическому сбору «Наследники Победы». На площади 1 мая чеканят шаг кадеты и суворовцы со всей России. Они знают все о военном деле и физически подготовлены. 270 кадетов из 9 военных училищ Московской, Ленинградской, Астраханской, Самарской областей, Чечни, Забайкальского и Пермского краев. Татарстан представляет суворовцы из Казани и Елабуги. Алексей Спицын приехал на сборы из Москвы. Учится в кадетском корпусе Следственного комитета России имени Александра Невского. Говорит, готовились целый год. И форму готовили, и физически, и морально нас готовили. Утром ходили строевым с песнями, на турник каждый день. Учителя готовили к интеллектуальным олимпиадам. Событие невероятно потрясающее. Я впервые на таком вообще участвую. Наследников Победы объединяет преданность Отечеству, желание служить на благо Родины. Выбрал службу в МВД, потому что это очень почетно, и я горжусь этим. Наследники Победы – это огромная честь, достоинство, это не просто слова. Патриотизм, наверное, мужество – самое главное в нашей профессии. Ну и защита Родины. Военно-спортивные сборы проходят в 7-й раз. Главная цель – создание суворовского и кадетского братства. Напутствие юным защитникам дал начальник Главного управления по работе с личным составом МВД страны Андрей Ларионов. Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, готовыми оберегать и защищать свою Родину. Наша обязанность – сохранить память о воинской доблести и героизме отцов и дедов, на примерах их подвигов воспитать благородство, решительность и смелость молодого поколения. Приветствует участников военно-спортивного сбора руководитель администрации Раиса Азгат Сафаров и вице-премьер Лейла Фазлеева. Разрешите поздравить вас с наступающим Великим Днем Победы. Разрешите поблагодарить вас за выбор пути. Татарстан сделал огромный вклад для приближения победы, напомнил главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов. Участие в Великой Отечественной войне приняли более 700 тысяч татарстанцев. Половина из них пали на полях сражений. Такие священные для нас имена, как Михаил Петрович Девятаев, Губан
Зейновна Сыртланова, Гани Бекенович Софиулин, Бастюков Ильдус Шайхулисламович, герой социалистического труда, герой-поэт, великий поэт Татарстана Муса Джалиль, памятник которому установлен на этой площади. И это место является священным для каждого татарстанца. Наши современники, уважаемые воины-танкисты, представители танкового училища, также являются достойными наследниками той великой победы. За время проведения СВО 22 выпускника танкового училища получили звание Героев России. В этом году сборы организует Казанский юридический институт МВД России, который недавно отметил свой 50-летний юбилей. Наследников Победы ждут две насыщенные на события недели. Это марш-бросок Победы, киберспортивные соревнования, интеллектуальные викторины, уроки мужества. Встречи с олимпийскими чемпионами у нас произойдут. Уроки мужества, где будут принимать участие герои России, герои Советского Союза. Конечно же, возложение цветов в танковом училище, где там 20 с лишним бюстов героев Советского Союза и России. Я думаю, это очень впечатлит. Сборы продлятся до 10 мая. А 9 мая, в День Победы, кадеты станут участниками торжественного парада в честь 79-й годовщины Победы. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Кондуктор избил пассажира, лежащего на земле. ЧП произошло сегодня утром на остановке «Мега» в Казани. На кадрах видно, мужчина закрывает лицо руками, а кондуктор наносит довольно сильные удары кулаками. Видео, которое сняли очевидцы, быстро распространилось по соцсетям. По данному факту следком возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Комитет по транспорту исполкома Казани в своем телеграм-канале сообщает, цитата, «Два пассажира в явном состоянии алкогольного опьянения устроили инцидент в автобусе. Когда сотрудник попросил оплатить проезд, они начали распускать руки. Кондуктор не сдержался и ответил». Конец цитаты. Комитет обещает организовать для всех экипажей общественного транспорта работу с психологами. По правилам, они должны были вызвать сотрудников полиции. На пожаре в Зеленодольском районе погиб мужчина. Сообщение спасателя получили около 9 утра. Горел бревенчатый дом в деревне Луковская. В ходе тушения они обнаружили тело 60-летнего мужчины. В числе версий причин возгорания неисправность электрооборудования, которая могла привести к короткому замыканию. Альметьевские пожарные начали спецоперацию «Водоисточник». Проверяют исправность гидрантов и водонапорных башен, а также состояние водоемов. Все это проходит в рамках противопожарных учений. Из задымленного спортзала фитнес-центра спасатели вывели 2 посетителей и потушили пожар. Насколько важно держать гидранты в рабочем состоянии и как сами огнеборцы оценивают свою работу? Подробности у Адели Закировой. У нас произошло возгорание электрического счетчика на 2-м этаже. Главное не поддаваться панике и немедленно позвонить в экстренные службы. Условно загорелась раздевалка на 2-м этаже фитнес-центра. Самостоятельно покинули помещение 50 человек. Это персонал и посетители. Выхода знаю, понадобилось минут 5. Позвонить, сказать, что произошло, сколько было эвакуировано людей, сколько осталось. Надышались угарным газом и не смогли выйти из спортзала 2 посетителей. Им понадобилась помощь спасателей, которые прибыли в течение 10 минут. К тому времени 2-й этаж уже окутал едкий дым. Ситуация осложнялась тем, что объем кислорода в баллонах ограничен. Докладывает, сколько у них воздуха осталось в баллоне. Я рассчитываю, через сколько они должны выйти оттуда. На 10 минут время осталось. Пострадавших спасли, еще через полчаса огонь полностью потушили. А сейчас мы проверяем работоспособность гидранта. Именно от гидрантов зависит, насколько быстро ликвидируют возгорание. В этом фитнес-центре их 2 и в исправном состоянии. Как правило, городские противопожарные источники не вызывают нареканий. Чего не скажешь о сельских. Сейчас проверяют все водоемы, а также пирсы, водонапорные башни и гидранты. С началом дачного сезона напор в них обычно снижается, что затрудняет работу спасателей во время ЧП. Во время, получается, поливочного сезона все сельские жители начинают поливать огороды и так далее. И из-за этого давление в водопроводе понижается. Но с этой ситуацией мы тоже можем бороться. У нас водопроводное канализационное хозяйство, это водоканал, может производить перекрытие задвижек
И тем самым мы поднимаем давление в сети. На прошлой неделе в Альметьевске произошло сразу 2 крупных пожара. На улице Базовой горели садовые участки и деревья. Рядом с селом Кульшарипово огонь вспыхнул на площади более 800 квадратных метров. Горел камыш. Угроза населенному пункту отсутствовала, так как там протекает речка. Преграда была. Силы средства, так скажем, были повышены в номер 1 БИС. По прибытию, значит, были вовремя локализованы и ликвидированы данное место. В связи с чем дало большое распространение пожара, так как данное место является болотистой, разная растительность, камыш, трава, из-за этого имел большую площадь на распространение. Особый противопожарный режим в Татарстане продолжает действовать до 12 мая. В майские праздники усилят патрулирование лесов и прибрежных территорий. Аделя Закирова, Ира Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. 10 пожарных автоцистерн заступили на охрану промышленных объектов и населенных пунктов Юго-Востока Республики. Их ко дню пожарной охраны закупила Татнефть. Торжественная церемония вручения прошла в Нефтеграде. В этом году исполняется 70 лет Альметьевскому отряду Федеральной пожарной службы. 3 автомобиля останутся в спасательных частях района. Как отметил глава Тимур Нагуманов, использоваться они будут в первую очередь для ликвидации лесных пожаров и возгораний в частном секторе. Очень мощные силы. Что бы ни произошло в районе, последние годы у нас были, помните, и серьезные лесные пожары пытались начаться. Вот здесь, в Альметьевске, действительно сконцентрирована очень мощная сила, которая способна ответить практически любым вызовам. Поэтому, конечно, огромное спасибо нефтяникам, которые в боевом состоянии всегда поддерживают, очень здорово помогают. Но какая бы техника ни была, на этой технике, конечно, у нас работают люди, которые рискуют каждый день, заступая на дежурство своей жизнью. Также по одной машине отправили в пожарные части Сармановского, Бугульминского, Азнакаевского, Лениногорского районов и в Елабугу. Автоцистерны передали в гарнизоны, охраняющие объекты Татнефти. Как отметили, компания ежегодно предоставляет нужное оборудование и спецтехнику, и это большое подспорье для спасателей. Помощь у нас оборудование, специальный инвентарь. И специальный инвентарь, и все это. Это помощь очень значимая для нас, потому что мы безопасность для нашей работы, безопасность объектов нефтяных. Наш приоритет нашего отряда – это охрана Татнефти, объектов Татнефти, по добыче, переработке и хранению нефти. У аграриев республики началась горячая пора. На полях приступили к весеннему севу. В работу включились все районы. С утра и до вечера сеют пшеницу, чечевицу, ячмень и другие сельхозкультуры. Техника вышла там, где сошел последний снег. Как говорят хлеборобы, погода благоприятная. На сегодня засеяно 300 тысяч гектаров. Это 16% от плана. К примеру, в Варском районе крупные хозяйства засеяли около трети пашни. О прогнозах и планах на аграрный год Рамиль Галиуллин. Медленно, но верно, сеялка объезжает очередной гектар поля. За рулем Данис Мухамедзянов. Работает нон-стоп. К такой нагрузке не привыкать. На тракторе больше 30 лет. Говорит, пашня в отличном состоянии. Земля хорошая, вот влажность есть, самое главное. Влага есть. Не теплые. Ну, пока влага есть, надо сеять уж. В агрофирме «Возрождение» продолжается сев ячменя. Впереди пшеница, овес, зернобобовые и кормовые культуры. Всего предстоит засеять больше 8 тысяч гектаров. Работы начали только неделю назад. По сравнению с предыдущим годом вышли позднее, где-то на неделю-две. Потому что и снежный покров большой был, поля неровно дозревают, неровно высыхают. Посевной приступили все 17 крупных и 12 средних хозяйств района. Засеяно около 20% пашни. В этом году в центре внимания и новые культуры. Одна из новинок чечевица, которую мы будем пробовать в этом году на небольшой площади, но все-таки будем пробовать. Ежегодно, вот уже третий год подряд, получается, сою мы сеем, хоть не на большой площади, на около 1000 гектаров. Подсолнечник тоже в районе 1000 гектаров. Нут в этом году вот новинка, немножко хотят попробовать хозяйство на небольшой площади. Люпин, как кормовая культура. Такая работа сейчас ведется по всей республике. Там, где позволяет земля, работники поля спешат посадить как можно больше культуры, чтобы осенью собрать богатый урожай. На сегодня в Татарстане весенний сев проведен на 300 тысячах гектарах. Это примерно 16%.
от всех площадей. Сегодня лучшие результаты по весенним полевым работам показывают в Тетюшах, Буинске, Мамадыше. Всего 10 районов, которые засеяли около четверти полей. Еще в 11 к работам только приступили. Как отметили в Минсельхозе, тревогу вызывало состояние озимых. Осень была практически без дождей, и сеять пришлось в сухую землю. У нас 550 тысяч гектаров озимых было посеяно с осени. Даже вот в оптимальные сроки посеянные семена, некоторые поля пролежали около месяца без всхода. Но на сегодняшний день, вот данный сценарий весны, вот такой приход весны, теплый апрель, очень положительно повлиял на наши озимые культуры. И сегодня у нас гибель насчитывается менее 1%. Это очень хороший показатель. Активно продолжается цифровизация. В этом году на помощь аграриям приложение «Агросигнал». Благодаря мобильному сервису механизаторы получают задания, сообщают о проблемах и ежедневно видят информацию о зарплате. Каждый день даем график работы, оперативные планы, то есть задания. Например, баранование зяби, посев, многолетние травы, культивация. Сегодня я работаю здесь, у меня в телефоне поле показывает, где я работаю, где сею. И потом уже на следующий день утром у меня отчет по зарплате приходит. Сколько зарабатываешь, видно. Следят в республике и за плодородием почвы. Ведут борьбу с эрозией или, проще говоря, разрушением земли, чтобы не допускать падения урожайности. Один из лучших способов решения проблемы – посадка деревьев и кустарников. В данном хозяйстве 50 гектаров. В этом году первый раз посадили такие красивые сосны. В дальнейшем, дай бог, вырастут и будут уже сохранять нашу почву от водной, ветровой эрозии. И, скажем так, создадут для поля определенный такой микроклимат, где будет уже урожайность будет выше. Как говорят аграрии, 2 недели безоблачной погоды и посевную завершат. Рамиль Галиуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Арский район. В Татарстане проходит операция «Мотоцикл». Сотрудники ГИБДД усилили рейды по предупреждению аварий и нарушений правил дорожного движения. Особое внимание детям и подросткам на мототранспорте. С начала года в Татарстане зафиксировано 5 аварий с участием мотоциклов. 1 человек погиб, 4 получили серьезные травмы. По сравнению с прошлым годом аварийность с участием двухколесного транспорта выросла в 2 раза. Призываем мотоциклистов уделять больше времени на собственную безопасность, передвигаться исключительно в шлеме и защитной экипировке. А родители со всей серьезностью отнеситесь к безопасности своих детей. Исключите возможность доступа к ним, ключам транспортных средств, мототранспорта. У озера в Куюках Пестричинского района начались земельные работы. Почему вырубили деревья, читайте в интернет-газете «Реальное время». Татарстан подготовил очередной гуманитарный груз для подшефных городов Лисичанска и Рубежного. Отправку приурочили к 9 мая, поэтому жителям передадут не только продукты и вещи первой необходимости, но и важный объединяющий символ – георгиевские ленты. Жителям раздадут 9 тысяч ленточек. Что еще в составе колонны и какие производства собираются открыть в ЛНР, чтобы жители новых регионов поскорее наладили мирную жизнь, расскажем в репортаже. Питьевая вода и продукты, одежда и бытовая химия. В подшефные города отправляют более 100 тонн самого необходимого. Все это собрали районы республики, предприятия и бизнесмены под эгидой «Единой России». В самом начале, когда эта работа начиналась, мы упор делали в основном на продукты питания по понятным причинам. Потом актуальны стали строительные материалы. Сейчас ассортимент очень сильно расширяется. С каждой поездкой в Луганск, Лисичанск, Рубежное с удовлетворением отмечаешь себе, какие там разительные изменения происходят. Ремонтируются дома, появляется свет, газ, тепло, ремонтируются социальные учреждения. Для восстановленных школ собрали мебель, оборудование и учебные пособия. Поскольку отправка приурочена ко Дню Победы, в составе груза 9 тысяч георгиевских ленточек. Вместе с колонной едут 7 активистов молодой гвардии, которые раздадут их жителям. Первый раз поехал в 22 году в марте месяце, самым первым волонтером из Татарстана и из России. Вот, сейчас повторно отправляюсь уже с особой миссией. Наш путь будет прокладываться через Северный Донецк и
Луганск. Вот, и потом уже в Лисичанске мы саму акцию проводим, Георгиевская ленточка. Предприниматель Данияр Максудов предоставил для колонны автотранспорт. Недавно сам побывал в Лисичанске. Теперь хочет открыть там новые производства, чтобы изготавливать стройматериалы на месте и создать рабочие места для жителей. Производство – это металлоконструкции, лакокрасочное производство, швейные цеха. В общем, все, в чем есть потребность, то мы и будем там организовывать и создавать. Из разных районов республики в Лисичанско-Рубежное отправляются 7 машин. С начала СВО это 22-я колонна от «Единой России». Только под эгидой партии направлено почти 2300 тонн гуманитарного груза. Лина Зинатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В России и за ее пределами стартовала ежегодная акция «Сад памяти». Цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В селе Шельнебаш Тукаевского района «Сад памяти» посвятили землякам, погибшим в зоне СВО. В акции приняли участие родные и близкие защитников Отечества. Они высадили яблони и ели. Выбор деревьев не случайен. Яблони расцветают в мае, когда в стране отмечают День Победы, а ель – вечно зеленое дерево, как символ жизни, стойкости и силы. В Татарстане в рамках акции «Сад памяти» в этом году высадит 1 миллион саженцев. Я очень горжусь сыном. Воспитал его настоящим мужчиной, дружелюбной, общительной. Учился, математик был он, всегда у него 5. Ничего такого не было, что не вернуться. Все надеялись, все ждали уж. Переживали, конечно. Зеленые аллеи хранят воспоминания о студенческих годах. Каждые 10 лет выпускники Института механизации и технического сервиса Казанского аграрного университета собираются вместе и сажают деревья. На днях бывшие студенты встретились вновь. Вместе с нынешним поколением они высадили саженцы каштанов. К доброй традиции присоединилась и наш корреспондент Ирина Васильева. Аккуратно сажаем дерево, делаем лунки и поливаем. Уже не просто посадка каштанов, а добрая традиция, связывающая поколения. Это двор Института механизации и технического сервиса Казанского аграрного университета. Здесь собрались сегодняшние студенты и выпускники 1979 года. В этом году у нас 45 лет, то есть 50 лет с момента поступления. Раньше, когда мы учились, он назывался факультет механизации. Это действительно сейчас уже встает как традиция, потому что это у нас уже 2-я аллея. Мы тем самым пример показываем для других. Из всех деревьев выбрали каштан. Быстро растет, достигает 50 метров. Весной радует розовато-белыми цветами. Мы долго выбирали эту аллею каштановую и решили, что вот это направление самое такое хорошее, потому что студенты из общежития идут учиться. Когда мы сажали эти ели, они были буквально габаритами 2 метра, не более. Сейчас они вымахали такими красавицами, и мы очень горды, что... Эти высокие голубые ели хранят воспоминания о студенческих годах. Группа Габделбара Юнусова и Рустама Сахапова посадила их 15 лет назад, в честь 30-летия со дня выпуска. Здесь в то время, когда мы их сажали, здесь на ферме не было ни одной голубой ели. Поэтому, видимо, вот так вот это совпало, скажем так, красота и то, что востребованность. Была общая идея, что надо что-то сделать памятное. За деревьями ухаживают нынешние студенты. Периодически обрезают ветви, поливают, обрабатывают и укрепляют почву. Посадка каштановой аллеи для многих пример. Деревья я сажаю в первый раз. Это первый опыт в моей жизни. Смотря на выпускников нашего вуза, я понимаю, что Казанский ГАУ действительно объединяет людей. Каждый студент вносит огромный вклад в наш университет. Каждый помогает природе. Даже сегодня на примере мы собрались и дружной командой посадили деревья. Ирина Васильева, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Старинный портрет царицы Сюембике отреставрировали в Казани. Долгое время картина хранилась в фонде Национального музея республики. Теперь полотно XVIII века вернулось в экспозицию. Сюембике – самый известный женский образ. С ее именем ассоциируется татарский народ. Как одновременно можно совместить сохранение исторического наследия и женского здоровья, расскажет Алия Сабирова.
Когда картина поступила на реставрацию, первое, что мы увидели, это следы ремонта конца XIX века, предположительно. Более века спустя с последней реставрации за портрет царицы Сюмбике и ее семейства взялись татарстанские специалисты. Им понадобилось всего 3 месяца, чтобы краски картины стали ярче. Потертости и заломы на холсте убрали. Усложнили работу приклеенной щелочным клеем этикетки. С оборотной стороны были 2 этикетки. В районе лица служанки. Как раз которое было практически утрачено. Как мы предположили, в какой-то момент произошло попадание воды, прошла бурная реакция и лицо утратилось. И нужно было восстановить. Картина неизвестного художника относится к XVIII веку. В Национальный музей она попала еще до революции 1917 года. Сюмбике – самый известный женский образ в истории татарского народа. До сих пор не ясно, как она выглядела в действительности, однако предполагают, именно на этом портрете отражены ее реальные черты. У нас в коллекции хранится не один портрет Сюмбике с семейством, есть несколько вариантов, но это один из самых ценных. И, конечно, историческая ценность, культурная ценность – это тоже был важный фактор, когда выбирали предмет для реставрации. Восстановление женских образов – часть проекта «Недели женского здоровья». Одна из международных фармацевтических компаний сотрудничает с музеями России и спонсирует реставрацию полотен. Так, продлевая жизнь картине, напоминает женщинам о важности здоровья. Проекту 9-й год. Я очень рада побывать в Казани и присутствовать на этом мероприятии, посвященное отреставрированной картине с царицей Сюмбике. Очень яркий национальный образ, необыкновенная красавица, царица. От музея, в котором представлена картина, рукой подать до башни Сюмбике, одной из главных достопримечательностей республики. Продолжить знакомство с историей можно и здесь. Алия Сабирова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас о погоде на завтра расскажет Динар Бодрудинов. А я с вами прощаюсь. До встречи.